Сегодня глава Коми работает в Ровеньках. Он проинспектировал ход работ, которые выполняются в рамках подписанного соглашения между городом и республикой. Напомним, Коми присоединилась к общефедеральной кампании, когда российские города берут под свое шефство города Донбасса, пострадавшие от обстрелов вооруженных сил Украины. Только сегодня Ровеньки, над которыми взяла шефство республика Коми, подверглись удару точки У. Любовь Лапина передает из Луганской Народной Республики. Ровеньковская школа номер 9 имени Любови Шевцовой. Это первая остановка в маршруте главы Республики Коми. Здесь сегодня продолжается замена окон и дверей. Параллельно работы ведутся и в школьной котельной. Там идет ремонт теплообменников. А вскоре и вовсе установят новую модульную котельную. Ее доставят в этом году. Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий отопительный сезон. Сохранению тепла в помещении уделяется огромное внимание. В планах утепление контура здания и ремонт кровли. Учитывая, что все-таки работы на кровле достаточно опасные, мы будем просить администрацию города и Министерство образования Республики Луганской все-таки выйти на дистанционное обучение до 20 сентября. Просто очень опасно работать на кровле, даже с режимом выставления снизу контролера. Все остальные работы в школе специалисты завершат в срок до 1 сентября. Идет по графику и подготовка города к началу отопительного сезона. На сегодня за плечами тепловиков замена участка теплотрассы в Молодежном, замена теплообменников в котельной микрорайона Черниговский и обмотка котлов котельной Шахтерского. Сейчас здесь же проходят работы на тепловых сетях. Строим 400-ю трубу, ставим мертвые опоры и завязываемся на камеру для Гагаринского квартала. Коллеги наши говорят, что никаких рисков они не видят, как я вам и говорил. В первой декаде сентября они все работы сдадут. Так что у нас месяц до отопительного сезона, поэтому никаких рисков нет. Все работы по подготовке объектов жилого фонда и социальной сферы к сезону холодов специалисты планируют завершить раньше установленного срока. Это позволит тепловикам без риска войти в отопительный сезон. Позаботились и о тепловом режиме в дошкольных учреждениях. Благодаря Коми в детском саду «Журавушка» установят пластиковые окна. Владимир Уйба уже поставил задачи и на следующий год. Видно, она, шиферная, ее не обследовали, но обследуем, сделаем. Все ремонтные работы коснутся 3 дошкольных учреждений – «Журавушки», «Ивушки» и «Аленького цветочка». Замена окон и дверей закончится до 1 октября. Что касается медицинских учреждений, то здесь есть сложности. Если с заменой окон в здании поликлиники проблем нет, то работы в стационаре усложнятся. Там двухскатная кровля. И опять та же история. То есть, когда мы заходили, то считалось, что все конструкции кровли, они в достаточно хорошем состоянии, но когда начали ревизию, как минимум 50% стропил надо менять. Соответственно, мы там по времени планируем где-то до 4 октября, но тем не менее за счет того, что стропильная группа сгнила, ее надо будет менять. Все поставленные задачи в этом году будут выполнены, заверил Владимир Уйба. Республика поддерживает и коммунальные предприятия города. Накануне в Ровеньки были доставлены 2 водовоза. Сегодня городу передали асфальтный каток. Приобрела его Республика Коми и передаем просто уже для того, чтобы он здесь работал на дорогах. Кроме этого катка мы сейчас еще должны до конца августа проплатить грейдер, который тоже заявляла администрация города, с тем, чтобы он также использовался и на дорожных работах, и зимой на уборке снега и так далее. 26 августа в город прибудет еще один гуманитарный конвой. В его составе учебная литература и медицинские препараты, перечни запланированного и ремонт дорог. Он начнется с 1 сентября. За 2 недели специалисты отремонтируют 2 самых проблемных направления – путепровод и улицу Коммунистическую. Путепровод 500 метров и 1100 метров улица Коммунистическая. То же самое 1 сентября зайдет ростовская компания, очень надежная, мощная. Они ждут, у них своя техника, свои материалы, то есть мы тут только оплачиваем. Они сказали, что им на это 2 недели. Посетил в Ровеньках глава Коми и базу ночных волков отделения «Донбасс». Там есть импровизированный музей, в котором хранится трофейное оружие и тяжелая боевая техника. Все экспонаты мотоциклисты собирали сами.
Танки и боевые машины были обнаружены в окрестностях города, где в 2014 году базировались подразделения ВСУ. Здесь же в знак дружбы Владимиру Уйбу подарили памятную монету, выпущенную в честь 30-й годовщины со дня основания организации «Ночные волки». Любовь Лапина, Галина Гончаренко, Вячеслав Пушкарный, телеканал «Юрган», Ровеньки, Луганская Народная Республика. Оказание помощи подшефному городу Ровеньки, который до сих пор подвергается обстрелам неонацистов, важная задача, которая стоит перед нашей республикой. Ровенчане благодарны за эту поддержку, которую оказывает Россия. При этом эта поддержка, как подчеркивал ранее глава Коми Владимир Уйба, не скажется на планах по подготовке Республики Коми к зиме и на ее экономике. Мы точно совершенно никоим образом свои объемы и свои работы не снизим. Но вот я просто скажу одну цифру. Например, по дорожному строительству, чтобы вы понимали, да, уважаемые жители республики, что мы в этом году, несмотря на помощь Ровенькам, ЛНР, ДНР, мы увеличили на 2 миллиарда рублей дорожное строительство. Вот как один из примеров того, что мы не то что пояса затягиваем, а мы, наоборот, увеличиваем объемы вложений в родную республику. Поэтому в этом смысле не волнуйтесь. Ну и самое главное, еще раз говорю, все-таки надо жить такими библейскими и христианскими заповедями, когда отдаешь, отдавай и не думай о том, что ты как-то себя в этом будешь ущемлять. Никогда не оскудеет рука дающего.